Добрый вечер. У нас в гостях Абдыкалы Иманалиев. Вчера мы уже делали интервью по экономике, по общей. А вы были еще и ранее председателем Ассоциации банков, да? Да, да, да. Как сейчас банковское дело в Кыргызстане? На какой стадии и в каком состоянии? Ну, во-первых, необходимо разделить банковскую систему на две части. Да? Одно дело – это коммерческие банки, те, которые непосредственно соприкасаются с экономикой. И второе дело – это центральный банк, тот, который является государственным институтом, который оказывает непосредственное влияние на те процессы, которые происходят в экономике. В принципе, у государства есть только два государственных учреждения, два государственных инструмента, которые позволяют регулировать процессами в экономике. Это бюджет, то есть самоправительство в лице государственного бюджета, со своим дефицитом бюджета и со своим бюджетным состоянием. И второй – это центральный банк, который в данном случае обеспечивает экономику платежными средствами, да? То есть деньгами, по сути. Поэтому вопрос, касающийся коммерческих банков, я в данном случае затрагивать не буду, хотя там тоже есть свои вопросы, свои проблемы. Сконцентрируюсь на... Ну, там очень просто, наверное. Как можно больше прибыли? Ну, не совсем так, конечно. Потому что банки, они находятся в очень такой рисковой всегда ситуации. Есть такое понятие, как называемая информация, я забыл название. Короче, клиент, когда идет в банк, его интересует только один вопрос: дадут ему кредит или нет. А банк, когда выдает кредит, у него очень много вопросов клиента возникает, а вернет он мне или нет, понимаете? Поэтому вопрос, так сказать, выдачи кредитов там, и так далее, это обеспечение экономики средствами, он очень не такой простой, довольно сложный. Поэтому, конечно, поскольку деньги, используемые банком, это деньги практически народа, по сути, это средства предприятий, это средства физических лиц и так далее, это не свои деньги. Естественно, банк несет огромный риск по использованию этих средств. И поэтому он и требует над ним надзора, чтобы эти риски минимизировать, по сути. Центральный банк. Значит, центральный банк. Здесь, конечно, стоит вопрос. Поскольку его задача обеспечить экономику платежными средствами, то есть деньгами, то сами деньги и их природа, она не такая простая, как всем кажется. У людей обывательское представление, что деньги – это вот то, что вы держите в руках, или то, что у вас на счету. Это не совсем так. Деньги имеют несколько таких элементов. То есть те деньги, которые выпускает центральный банк, они называются денежной базой. Они могут быть в безналичной форме, могут быть в наличной форме. То есть, ну, допустим, они вначале это в безналичной форме. То есть, вот, допустим, я выдал кредит коммерческому банку в безналичной форме. Коммерческий банк выдал кредит клиенту. Клиент на счет ему зачислили, а клиент говорит: обналичьте мне. И в этом случае как раз коммерческий банк у него обналичивает. Откуда он берет наличные деньги? Он берет у центрального банка. Эти деньги безналично назад отправляют в центральный банк, а центральный банк из своих хранилищ выдает ему вот этот эквивалент уже в бумажной форме, то есть банкнот, в виде банкнот. То есть появляются наличные деньги таким образом. Поэтому с этой точки зрения это одно. Это то деньги, которые выпустил центральный банк, который называется денежной базой. Но в мире основную нагрузку несут не эти деньги. И основным двигателем экономических процессов являются не эти деньги, которые центральный банк выпустил, а являются те деньги, которые создает сама экономика. То есть экономика, она создает дополнительные деньги. Это называется квазиденьги. Иначе говоря, есть понятие денежная база и денежная масса. Вот те деньги, которые создает сама экономика, это называется квазиденьги, и когда сплюсовывается, вы в данном случае прибавляете к ним денежную базу, мы называем это денежной массой практически. Так вот, соотношение квазиденег к денежной базе во всех нормальных государствах, оно такое, что денежная масса, она большей частью состоит именно из квазиденег. Квазиденег, Наличных нет? Наличных нет, это безналичные деньги. В экономике это крутится, да? Да, они как раз они создают основу для того, чтобы экономика работала. Как происходит это? Дело в том, что когда, просто
Вот вы принесли, условно скажем, в банк и положили на депозит там, 100 тысяч сом. Условно скажем, 100 тысяч сом. Ну, под проценты хотите там заработать практически. Эти деньги называются денежная база. Их выпустил Центральный банк практически. Да? Теперь, что делает коммерческий банк? Коммерческий банк обязан часть этих средств направить в Центральный банк. Называется обязательный резерв. ОРТ называется обязательно резервные требования, так называемые. У нас к национальной валюте к сумму 4%. То есть из 100 тысяч, вот 44 тысячи практически вы должны отправить в Центральный банк. Это обязательно. Это обязательно вы должны сделать, да? Теперь у вас остается 96 тысяч. Вот 96 тысяч – это реальный ваш практически кредитный ресурс. Правильно? Кредитный ресурс, который вы выдаете. Теперь вы выдали, это в таком, в идеальном варианте, просто, потому что там есть нюансы свои. В идеальном варианте. 96 тысяч вы выдали кредит клиенту. Клиент получил эти 96 тысяч. Если он эти деньги просто обналичил, снял со счета, превратил вот эти бумажки и ушел. Все в банковской системе денег. Нет, они пропали практически. Эти деньги работают под полом. Вот это и есть практически. Наличка – это и есть теневой оборот практически. Да? Но если он эти деньги использовал для того, чтобы он берет кредит для чего? Для реализации какого-то своего проекта, правильно? Он покупает сырье, может быть, там какое-то оборудование покупает. Ну, условно скажем, покупает оборудование, эти деньги покупает. Естественно, он поставщику перечисляет эти деньги через банк, безналичными. Эти деньги попали теперь на счет его поставщика в другом банке. Те деньги, которые поступившие, считаются депозитом уже того банка. Тот банк практически делает то же самое. Часть этих денег, 4%, он отправляет в Центральный банк, а оставшуюся часть он выдает в качестве кредита. Конечно, им распоряжается сам клиент, который получил эти деньги. Но дело в том, что в банк приходят деньги клиентам каждый день. И из банка уходят деньги, те клиенты платят. Поэтому в банке всегда остается так называемый неснижаемый остаток. Неснижаемый остаток. И вот этот неснижаемый остаток в данном случае служит основой формирования вот этого так называемого денежного мультипликатора. Иначе говоря, вот когда второй банк уже выдал кредит, получилось, вы сначала здесь 100 тысяч получили, уже 96 выдали, да, кредит. Второй банк выдает уже из 96 минус 4% остальную сумму. Получилось, что в банковскую систему поступило 100 тысяч, а вы уже выдали больше 100 тысяч. Если третий банк и так далее, если начнется круговая платежная система, то есть работает безналично, то банки из банковской системы не уходят. Они просто из банка в банк приходят практически. И все время увеличивается. Все время увеличивается. Поэтому вот этот механизм называется мультипликативный эффект. Вот у нас в Кыргызстане, к сожалению, вот этот мультипликативный эффект, он на самом низком уровне. Если просто сравнить с Россией, с Казахстаном, условно скажем, да, мы на каждый, значит, выпущенный сом Центральным банком, мы дополнительно, мультипликатор работая, делает всего 50 тынов. Вот та денежная, так сказать, квазиденьги, которые создаются, всего 50 тынов. 50 тынов. 50 тын всего, да. Вот, и получается, что экономика работает только за счет того, что Центральный банк обеспечивает деньгами экономику, за счет эмиссии постоянной. Понимаете? Что происходит в том самом Казахстане, в России? Там мультипликатор равен 3-4. 3-4. То есть там получается, что каждый выпущенный рубль и тенге дополнительная экономика добавляет еще 3-4 рубля и тенге, соответственно. То есть большая часть... 7-8 раз больше, чем в Кыргызстане. Конечно. Так вот, не 7-8 раз, имеется в виду соотношение денежной базы и дополнительно полученных денег. Вот. Это называется мультипликатор, который во всем мире является основным двигателем обеспечения экономики платежными средствами. Не те деньги, которые выпускает Центральный банк, а те деньги, которые создаются самой банковской системой. Это называется уже кредитный мультипликатор, депозитный кредитный мультипликатор, то есть механизм, который создает новые деньги. Эти новые деньги... А в мире? Вот это во сколько раз? Во всем мире. Вот по сравнению с Россией? Да. Еще больше, наверное. Вот сейчас я объясню. В Китае мультипликатор в те годы, когда, если вы помните, Китай рос темпами чуть ли не 20% в год, да?
Было, да. Почти 10 лет он рос. Почему Китай так вырос? В то время мультипликатор у него был 10. То есть 10. каждый юань дополнительно 9 юаней создавал. Китай сейчас самая, в принципе, в этом отношении страна, ведущая в использовании вот этого финансового механизма. Вы знаете, что в Китае есть так называемый социальный рейтинг, да? Слышали, может быть, да? Что такое социальный слышал, рейтинг? но так... Социальный рейтинг. Там все платежи обязывают в основном проводить в безналичной форме. Там все платежи проходят. Даже ты вот получил как физическое лицо, у тебя есть карточки, и все платежи в основном ты проводишь безналичными. Если ты нарушил, там не вовремя выплатил проценты, туда-сюда какие-то нарушения сделал, у тебя рейтинг снижается, тебе не дадут уже кредит, тебе могут лишить там всяких всевозможных. Поэтому там каждый на контроле практически. Именно. Россия сейчас тоже пытается пойти по этому пути. Через QR-коды, вы все знаете сейчас, да, вот все это пытается пойти по этому пути. Так вот, что такое 10? Это огромное количество денег. Почему? Кто обеспечил рост Китая? Это вот этот самый механизм создания новых денег. Механизм создания новых денег привел к тому, что практически Китай, он вообще не нуждался в инвестиционных кредитных ресурсах. Они сами себя обеспечивали вот этими деньгами. Они сами себя, в общем-то, подняли свою экономику. Темпы роста 20%. Это же ведь откуда им взяться практически? Потому что деньги были, пожалуйста. Хочешь что, пожалуйста, тебе деньги. Хочешь что, пожалуйста, тебе деньги. То есть вопрос работы Центрального банка и вопрос, в общем-то, создания, реализации вот этой модели, он опирается в одну вещь. Эта вещь называется вот, создание требований, или создание требований для того, чтобы платежи проходили в безналичной форме. У нас сейчас наоборот. В том-то и дело. Это, понимаете, это те лобби, которые пробивают, или просто непонимание того, что в чем заключается, в общем-то, функция вот этой банковской финансовой системы, непонимание. Вот. Дело в том, что все страны имеют нормативные ограничения, законодательные нормативные ограничения, вот, ограничивающие платежи в наличной форме. Это есть и в законодательстве Казахстана, это есть в России, это во всех странах практически такое ограничение есть. Те страны, которые наиболее развиты, вы знаете, там вообще есть представление о том, что если вы платите наличными, то вы уже можете считать репутацию, так сказать, не самого честного. Правильно же? Там уже нет такого требования. Там просто сама уже атмосфера создана такая, что нетерпимость к наличным платежам такая выработалась. Если вы проводите платеж в наличной форме, то вас уже начинают подозревать. То ли наркодельцом, какими-то другими видами. Это то, что касается валют. У нас тоже при Кулове, кстати, вот, когда он был премьер-министром, было постановление о том, чтобы вот, ограничить платежи в наличные суммы, 100 сомов. Максимальный платеж в наличной форме может быть 100 сомов, а все выше мы должны платить в безналичной форме. Но это была проформа, вот, потому что она никакой такой силы юридической, хотя постановление правительства было, не имело. Потому что никаких наказаний, никакого там сопроводительных документов, которые бы реализовывали это постановление, не было. Поэтому никто многие даже не знали о таком постановлении, до сих пор не знают. Поэтому, конечно, если вот это постановление реализовать, о том, что обязательно, что такое 100 тысяч? 100 тысяч это вполне хватит для того, чтобы купить картошку, то есть на бытовые нужды. Да, там нужны наличные деньги, потому что на базаре вы не перечислите и так далее. Но 100 тысяч вам вот так вот хватит для того, чтобы реализовать ваши просто внутренние бытовые потребности практически. А все остальное, извините, пожалуйста, вы должны проводить в безналичной форме. Я знаю, что такое наличная и безналичная форма. Вот просто две цифры называю. Вот я просто последние показатели смотрел за, по-моему, ноябрь месяц, за декабрь месяц. Вот. У нас 161,6 миллиарда сумм выпустил Центральный банк. Это денежная база. Из них 131,5 находится на руках у населения. Миллиардов сумм находится вне банковской системы. Это за все время? Это сейчас, да, в каждый момент просто. Сейчас находится на руках у населения 132 миллиарда сумм. Почти сколько это? 80% где-то? 81%. Ага. 81%. Остается 19% в банковской системе. У банков нет денег практически. Как им в данном случае выдавать кредиты, обеспечивать экономику их потребностей в кредитах? Это первое. Второе, если у банков мало денег, это делает деньги дорогими. То есть процентная ставка
Значит, это дефицит, как любая картошка. Если его мало, она цена на нее начинает расти. То же самое и здесь. Практически деньги становятся дорогими. Процентная ставка при выдаче растет. И с этой точки зрения, если мы, допустим, вот эти деньги, хотя бы часть этих денег, 50% вернем в банковскую систему, если заработать денежный мультипликатор, то есть мы обяжем платить безналичными, и этот процесс запустится, то через некоторое время процентные ставки они снизятся. Снизятся, это первое. Второе. Если платежи клиента будут проходить в безналичной форме, то банк, он просто посмотрит на движение счетов и может выдавать кредит, даже не изучая его там, финансовое состояние. Потому что финансовое состояние, оно у вас на руках. Вы видите, сколько доходов, какие расходы у него есть и так далее, и так далее. Если он за несколько лет просто посмотрит вашу кредитную, то есть историю, платежную историю, то это уже является основанием для того, чтобы или отказать вам в кредите, или выдать вам кредит практически. То есть облегчается механизм оценки кредитоспособности заемщика. Это еще, один момент. Ну и третье, если эти деньги, они у вас проходят через банковскую систему, то налоговым органам практически нечего здесь искать какую-то теневую сторону его сделок и так далее, и так далее. Потому что в любой момент он может представить свидетельство из банка, что вот все платежи проведены у него в безналичной форме и так далее, по сути. То есть это тоже облегчается. То есть теневая вот эта подпольная сторона экономической деятельности, она вылезает наружу. Необходимо только принимать. Кто будет сопротивляться? Будут сопротивляться все. Все. Все будут сопротивляться, потому что общество еще не готово к этому. Потому что все знают, что вот, если я хочу что-то заработать, мне нужно скрыть от государства эту часть заработанного практически. Тогда могу заработать. То есть идеологическое сопровождение вот этого процесса у нас отсутствует, нету. То есть мы должны готовить население. Ну, необходимо, по крайней мере, поставить вопрос. В конце концов, если вы патриот, вот, каждый из вас, докажите это тем. Потому что патриот, это значит, вы думаете о своих детях, вы думаете о стране, вы думаете о возможности страны, что он может для вас сделать. Но и вы должны для этого сделать что-то практически. То есть, вот, опираясь на эти скандинавские страны, я могу сказать, что там нет, если вы посмотрите по индексу коррупции, там же нет такого, правильно? Там на самом деле все происходит транспарентно, прозрачно, все платежи проходят в безналичной форме. Оттуда у них появляются вот эти возможности обеспечить все потребности уже и платежи со стороны государства, всех потребностей населения. Это один вопрос. Второй вопрос, то, что касается курса валюты. Это тоже не такой простой вопрос. Что значит курс валюты? Это тоже цена наших денег, измеренная в иностранной валюте. Да? Или наоборот, иностранная валюта, измеренная в наших деньгах. От чего она складывается? И соотношение на рынке объема наших денег и спрос, соответственно, и иностранной валюты. Да? Вот. Вы знаете, что последний этот год и предыдущий год практически Центральный банк делал огромные интервенции для того, чтобы поддержать курс национальной валюты на одном уровне. У нас долгое время курс национальной валюты не меняется. Да. То есть у нас обеспечена такая устойчивость курса национальной валюты. Является ли это, так сказать, показателем того, что наша экономика такая устойчивая? Я думаю, вряд ли кто согласится, правильно? А курс валюты – один из индикаторов практически экономической возможности государства. Поэтому могу сразу сказать, что мы искусственно поддерживаем курс национальной валюты. Наверное, для того, чтобы внешние кредиты выплачивать. Совершенно верно. Ага. Это один из таких вариантов. Почему? Потому что есть, должен, по крайней мере, механизм согласования денежно-кредитной политики и налогово-бюджетной политики. Из бюджета, конечно, мы выплачиваем внешние наши долги, но мы бюджет формируем в национальной валюте. Правильно? В сомах формируем. И последовательно, когда мы должны выплачивать, мы должны покупать иностранную валюту. Поэтому бюджету выгодно, чтобы курс был бы ниже, правильно? Чтобы вот эта курсовая разница, которая может возникнуть, не оказала давления на бюджет. Ну, иначе скажем, условно скажем, если вот, мы на следующий год мы должны выплатить, у нас где-то в районе, по-моему, в этом году, в прошедшем где-то в районе $300 миллионов мы должны внешних долгов выплачивать. То есть обязательства по внешним вот этим долгам по всем. Где-то в районе $300 миллионов, по-моему. Это надо смотреть точно. Вот, и если, допустим, курс 80, да, то умножьте на 80 300 миллионов, это сколько получается? Сколько это миллиардов, да?
А если курс, допустим, 90, то на бюджет вот эти 10 сом накладывается на каждый доллар практически. И у бюджета возникает проблема, где вот это покрыть курсовую разницу за счет того, чтобы вытащить деньги из бюджета. Вот это нагрузка, по сути. Да. Поэтому бюджет заинтересован в том, чтобы курс был стабильным. Это одно. Другое. Есть такой показатель, как соотношение внешнего долга и вашего бюджета. Да? Угу. То есть, иначе говоря, 60% внешний долг ВВП должен. Чтобы не больше Да, было. не больше, да. Если вы отпускаете валюту, то есть падает наша, то получается уже количество сомов, которые мы должны выплатить по внешнему долгу, по отношению к ВВП, она резко увеличилась. Мы вот эту границу перескакиваем 60%. А это индикатор. Индикатор, который в данном случае показывает практически возможности нашего государства. Индикатор, за которым следит тот же самый Международный валютный фонд, это Всемирный банк, который тоже практически, они как раз туда приезжают, они интересуются тем, сможете ли вы это сделать. Но что это означает для экономики? Угу. Получается, что мы искусственно завышаем курс национальной валюты. Искусственно завышенный курс национальной валюты, он стимулирует импорт, но не экспорт. Вот заниженный курс валюты, он наоборот стимулирует экспорт. Простой пример. Допустим, $1 стоит 80 сом, и в тенге стоит 400 тенге, $1. Килограмм, допустим, картошки стоит $1. То есть он стоит у нас 80 сом, и в Казахстане стоит 400 тенге практически. Теперь мы, допустим, сделали нашу валюту, курс 100 сом, $1, опустили наш сом, да? Теперь получается, мы продаем нашу картошку за те же 80 сом. Цена-то не поменялась внутри. Она прямой корреляции с курсом валюты она не имеет непосредственно. Хотя некоторые там пытаются говорить, но прямой корреляции нет. Получается, если мы за 80 сом продаем картошку, то это уже будет не $1, а всего лишь 80 центов. Или там сколько, да? Угу. У казахов $1 остался. Где выгоднее покупать, у казахов или у нас? Да. Наша картошка дешевле становится, да? Да. Поэтому мы экспортируем в Казахстан. И казахам выгоднее покупать нашу картошку, практически получается. Поэтому, если вот этот курс валюты завышенный, то это стимул к импорту. Получается, та же самая казахская картошка дешевле, чем у нас. И нам выгоднее покупать ее. А если там дешевле, у нас есть резон вообще выращивать ее? Резона выращивать нет. Тогда тот инвестор, который придет сюда выращивать эту картошку, он согласится выращивать картошку, если у нас она дорогая, по сути? Конечно, нет. То есть это один из механизмов, который не стимулирует привлечение инвестора. Потому что продукция, произведенная в нашей стране, при таком жестком курсе, твердом курсе, она становится невыгодной, по сути. Поэтому это тоже один из механизмов, который является препятствием для привлечения инвесторов. Все, что я сейчас сказал, практически, это, конечно, в данном случае об этом должен задуматься Центральный банк. Конечно, Центральный банк в данном случае это независимый орган по законодательству. Да. И его задача, вот прям в законе написано, целью является поддержание стабильности курса, стабильности цен, то есть инфляция. Я думаю, что это не совсем правильно. Инфляция – это, конечно, хорошо. Да, вот инфляция это и падение стоимости денег, да? Инфляция, падение стоимости денег практически. Если инфляция высокая, то деньги ваши становятся дешевле, по сути, с этой точки зрения. Но это же в данном случае получается, что вы, если не хотите, чтобы инфляция была высокая и поддерживаете курс, вот завышенный курс, является препятствием для инвестора. Он не придет сюда, инвестор. Поэтому, если вы хотите, чтобы инвестор пришел, чтобы и его продукция в последующем была конкурентоспособна на международном рынке по ценовому признаку, по сути, вы должны сформировать такой курс, который был бы оптимальным. Поэтому я считаю, что есть
специально общество методика расчета оптимального курса, вот, которая, в принципе, у нас, к сожалению, Национальный банк, он использует другую методику. Другую что значит? Есть такое понятие РЭОК, реальный эффективный обменный курс, который учитывает, вот, допустим, когда мы курс формируем, вот, мы учитываем нашей валюты, вот, мы учитываем значит, участие в торговых отношениях наших, международных торговых отношениях разных государств. Если доля России больше, допустим, то ее валюта соотносится с нами больше в корзину, вот эту валютную, ее большая часть входит. И тогда корзина каждой страны практически. Ну, Привязывание. Привязывание, да. И с этой точки зрения вот, наши используют вот этот механизм. Я считаю, что это неправильно. Потому что даже если мы торгуем с Россией, с Казахстаном и даже с Китаем, вот, они предпочитают, чтобы мы рассчитывались не в их рублях и в них тенге, Да. и в юанях. Они предпочитают, чтобы мы рассчитывались в долларах. Поэтому инфляцию мы должны привязывать не к их валюте, а к средству расчета, то есть к той валюте, которая используется в расчетах. Если здесь не важно, с каким государством вы торгуете, здесь важно, какая валюта участвует в этих расчетах. Поэтому мы должны привязывать не к этим странам и валюте их стран, а к той валюте, в которой осуществляется вот эта торговля. Это будет реальный и эффективный обменный курс, ориентироваться на это. Я эти исследования проводил, и там получается, что на самом деле у нас наш курс, он коррелирует именно с теми валютами СНГ. Но мы же знаем, что если мы привязываемся к их валюте, то инфляция у нас будет маленькая, потому что у них тоже такая же инфляция, как и у нас. И разницы между нами нет. Инфляция нет, что курс получается такой же твердый, получается, остается. Вот, мы не меняем его. А когда мы сравниваем с более твердой валютой, то, естественно, в развитых странах там инфляция гораздо ниже, чем у нас. И вот этот разрыв, он сразу ведет к тому, что ваш реальный курс, он, конечно, гораздо должен быть ниже, чем вы на самом деле себя вот в данном случае преподносите. Поэтому вопрос валютного курса, он играет очень важную роль. И здесь нам необходимо в данном случае этот вопрос с бюджетом решать. Бюджет сам должен решать вопрос. Вот, и, конечно, какие-то прогнозы на то, как изменится курс в будущем, они должны быть. И вот этот прогноз, он должен быть реальным. Реальным. То есть, если изменится реальный курс, он только должен обозначаться, что к тому времени у нас будет реальный этот курс. И бюджет должен закладывать вот это средство на курсовую разницу. Да. Закладывать эти средства в бюджете. Тогда у нас, по крайней мере, курс он будет свободен от тех, в данном случае, требований, которые связаны с поддержкой бюджета. Это неправильно, я считаю. Бюджет – это одно, а вот реальный рынок и его, в данном случае, потребности, и его стимулы, они опираются с одной стороны, на курс валюты, и с другой стороны, на процентную ставку, рыночный процент, количество денег. А количество денег, я сказал вам, если объем денег увеличивается, то они становятся дешевле, процентная ставка снижается. Вот это в данном случае должен решать Центральный банк, я думаю. То есть по этому пути. Дело в том, что все предыдущие руководители наших банков, я думаю, они даже не подозревали это. Есть еще такие несколько других показателей. Это показатели, которые характеризуют обеспеченность рынка деньгами. Есть показатели, которые характеризуют обеспеченность кредитными ресурсами и так далее. Эти тоже практически у нас, они отсутствуют. Очень низкие показатели. Ну, для того, чтобы иметь хоть какое-то представление об этом, конечно, необходимо более глубоко изучать вот эти понятия. У нас просто обывательское отношение. Я просто говорю на примере денег. В обществе или в банке? Я думаю, что в Центральном банке. Там тоже? Там тоже необходимы эти знания, к сожалению. А то, что касается... У нас уже время подходит. Вот такая ситуация. Поэтому то, что касается сейчас, пришел Бакантаев, то я его лично знаю. Он учился в свое время, был на эконофаке, был студентом нашим. И я просто знаю, что он очень умничка, откровенно сказать. И я думаю, очень грамотный человек. Вот он сейчас пришел, может, он будет разбираться с этими делами, с этими вопросами, как работать Центральному банку в данном случае, чтобы создать. Потому что от Центрального банка, от состояния рынка и тех стимулов, которые существуют на рынке, зависит очень много.
Если Центральный банк будет работать на рынок, на экономику, в данном случае, то это будет один из факторов, который позволит нам толкнуть экономику вперед в целом. Спасибо вам Пожалуйста. большое. У нас в гостях был Абдыкалы Иманалиев, экс-председатель Ассоциации банков. Да? Да. Спасибо большое. До Спасибо. свидания.